Добрый вечер, друзья! Начинаю цикл видеопостов об эфирных маслах. Сегодня я расскажу вам об эфирном масле бергамот. Меня зовут Саркалана Докторова. Сама я пользуюсь эфирными маслами с 2004 года, а в 2019 году прошла обучение и стала сертифицированным консультантом по ароматестированию и индивидуальному подбору эфирных масел для гармонизации психоэмоционального состояния. Как вступление расскажу вам про свою историю. Когда мои дочки были маленькие, естественно, они болели, и температуру мы сбивали с помощью различных сиропов и сечей. Но они были малоэффективны, и зная жаропонижающие свойства эфирного масла бергамот, я однажды решила применить. Сделала водяной такой раствор и стала протирать подмышки, коленные впадины своей дочки, да, и жар быстро снизился. Может, кто-нибудь спросит, почему с самого начала не применяла. Потому что есть противопоказания по применению к маленькие дети, да, поэтому я как-то воздерживалась сначала пользоваться эфирными маслами, но после этого случая у меня уже в аптечке нету жаропонижающих таблеток и различных сиропов. Так, помимо такого свойства, эфирное масло бергамот прекрасно снимает воспалительные процессы в носоглотке, уменьшает болезненные симптомы при цистите, уретрите, является эффективным противовирусным средством. Прекрасно справляется с любыми видами гриппа, а также с вирусом герпеса. Вирус герпеса, он такой коварный, однажды заселившись в организм человека, не может проявлять себя. Но как только снижается иммунитет, то он дает о себе знать. Как только начался зуд и покраснение, то берем зубочистку, наматываем маленький кусочек ватки, чтобы снять остроту зубочистки, да, макаем прямо в эфирное масло, бергамота, хотя в чистом виде не рекомендуется, но осторожненько обрабатываем болячку, не затрагивая близлежащие ткани, да, окружающие ткани. Таким образом пустулы, герпесные пустулы прижигаются, и дальше болячка не развивается. Так, косметическое свойство эфирного масла – это выравнивает цвет лица. При комедонах пользуется, да, добавляется в маски. Эфирное масло бергамота осветляет комедоны и даже растворяет, поэтому они исчезают. Также применяется при угревых высыпаниях. Еще одно примечательное свойство эфирного масла бергамот – он убивает яйца паразитов. Яйца паразитов имеют такое клейкое вещество, с помощью которого они прикрепляются на любой поверхности, будь это плоды, овощи могут быть, да, поэтому мы перед употреблением держим овощи, фрукты в растворе, в содовом растворе, куда сначала в соду добавляем эфирное масло бергамота и растворяем в воде, и там замачиваем овощи и фрукты. Потому что эфирное масло растворяет это клейкое вещество яиц глистов. Так, бергамот также считается маслом-защитником и ароматом удачи.
открывает скрытые возможности и таланты человека, поэтому помогает достичь желаемого. Наверное, многие, ну, помнят, может, кто помнит, вот был фильм, спектакль с участием Константина Райкина. Назывался этот фильм «Труфальдино из Бергама». И герой, главный герой, который играет Константин Райкин, да, он, например, мне запомнился, и многим, наверное, запомнился весельчаком, трубадуром. И он так у него, он всегда был в веселом настроении, умел всегда находить нужных людей, умел с ними договариваться. И ну вот почему находил всегда, так устанавливал еще связи. Вот масло бергамот, эфирное масло, вот это растение, вернее, растет в местности Бергама, что находится в Италии, да, и оказывается, вот бергамот действует на человека таким образом, что человек, ну, снимается волнение, стимулируется творческое мышление, да, и поэтому вот эфирное масло бергамота считается маслом коммуникации и переговоров. Вот такие замечательные свойства у этого эфирного масла. Бергамот называется. И вот эти свойства, имея такие прекрасные свойства, и мы его применяем в лечебных, в косметических целях, а также для выравнивания психоэмоционального состояния. На этом все пока. В следующий раз расскажу об эфирном масле ваниль. Спасибо за внимание. С вами была Сарглана Докторова. До свидания. До следующего эфира.